В прямом эфире «Чеченские вести». Я Рамзан Абуев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум, чем запомнится пятница, 21 августа. Готовы к любым испытаниям. Уже комплектующие заказаны uyuşturucuların sonuna пошло 500 километров до ночи. Рамзан Кадыров лично оценил спецтехнику для бойцов специальной военной операции. Шанс на новую жизнь. Мы развиваем республику, улучшаем социальные услуги, чтобы наше население было возможность получать нужное лечение. Глава принял участие в открытии инновационного центра лечения и реабилитации Дарба Кидс. Важная транспортная артерия. Здесь сходятся сразу несколько направлений. В Герменчуке после масштабного обновления торжественно открыли мост. Пятница дали благословение для верующих, когда они могут стать ближе к Творцу. В этот день мусульмане устремляются в святыни для чтения обязательной джума молитвы. Рамзан Кадыров вместе с соратниками совершил русба намазу в мечети имени любимого дяди посланника Хамзата. В своей проповеди имам Магомед Саралиев напомнил о ценности и важности стремления к полезным знаниям. Богослов отметил, что ислам возвышает обладателей знания, поскольку именно они помогают человеку отличать истину от заблуждения, верность исполнять религиозные обязанности и осознанно следовать предписаниям Аллаха. ليرمي بوصبنا دير يلشن خيتين خلص الله عليه وسلم علم استجوا وزوه يا عبادة دشوا استجوا وزوه قال دير يلشن صلى الله عليه وسلم شيت كيت دالوش قالك شيني شون يقع أجر غيله دول إيمان دول شو سجني يقع يلش باش قالوا علم استجني عبادة دشوا استجني قال هون قال عبادة دشوا استج شيء دي عندكوا أما علم استجا شيء دي عندك خلت عاشا ناخن مصو ناخن ديكوا قال سلطة الله ديل صلى الله عليه وسلم إسي الله والله ديل تون ملاك استجلح دول مل دول ملاك لا تحدوش دول حيبنيش أدمش جنش خيشو حدوش دول إيش علم استجا ديل جيشتر ديش دهون قال هون قال علم استجا حبوش بوق بيت بول ديل علم استجا ناخن بيرتي وول ديل. Рамзан Кадыров лично осмотрел партию техники перед отправкой бойцам в зону специальной военной операции. В списке автотранспорт, ударные и разведывательные дроны, а также средства радиоэлектронной борьбы. Все это собирают, модернизируют и тестируют на базе Российского университета спецназа. Репортаж Турпала Тайсумова. Быстрые, мощные и надежные. Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову представили технику и автотранспорт повышенной проходимости, подготовленные подразделением, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции, в том числе легендарному спецназу «Ахмат». Все они собраны на базе Российского университета спецназа. Поддержку в приобретении и наработках оказал Народный фронт. Все для победы. Торговый представитель Российской Федерации в Азербайджане Адам Хакимов рассказал обо всех новшествах представленной продукции. Джихад мобиль был свой проект, интерновый проект, полностью модернизировали эти машины. ГАЗ-66 за базу Чагин, Байбетер, Бог, Белоруссия, установочных. Багаж полностью локализации новой Рамзан Ахмат, импортный комплектующие, Щергин полностью российский комплектующий. До 30-го Баку охерил международной выставки военных, тягающие машины М3, М4 выставлять вперед. Там бывает Денис Валентинович Солтан на 50 миллионов оплатить на войне, это для МОК комплектующих.
Кроме того, руководители субъекта рассказали, на что способны беспилотные летательные аппараты, также созданные на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Всю работу по созданию курировал и держал на контроле секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Адам Кадыров. Полностью Руся разработан, разработан, донор полностью собственность, до 100% Руся разработан, 67 километров дальность, до 170 скорость, первый испытательный полет, шпрейты на 10 килограмм, взрывчатки ценит отвечу. Первый проектует, в ближайшее время шел проектует, уже комплектует 6 заказов, вышел младым стороны, лад пошло 500 километров отвечу. В основном Руся, Байбетер, є ще по позиції. А ще позиції в Росії предприятия ще хаяші. Тепловизор, фонарик, установка, решетка, душа, лазер, смолкшин, Всего 50 автомобилей багги и 3 машины нового поколения. Багги Чеборс доработаны и имеют улучшенные характеристики. А легендарные грузовики ГАЗ-66 получили модификацию на базе Российского университета спецназа с защитой от беспилотных летательных аппаратов. Все благодаря установленным отечественным пулеметам «Корт». Дроны собственной разработки уже испытаны и готовы к использованию, а еще имеются средства радиолокационной борьбы и различные вспомогательные элементы. Сегодня мы передаем совместно с Министерством промышленности, Народным фронтом приборы ночного видения, прожектора, лазерные указки, турели, которые зарекомендовали себя на фронте очень хорошо, прошли испытания и послужат на благо наших бойцов СВО. Мы стараемся только эффективные вещи поставлять на фронт, потому что от этого зависит жизнь и здоровье наших бойцов. Поэтому все проходит отбор, качественная сборка. Лучшие образцы только представлены здесь. По словам Адама Хакимова, эти разработки велись совместными усилиями, чтобы помочь нашим бойцам, противостоящим выпадам со стороны киевского режима. Сегодняшнее мероприятие для нас очень важно. Мы ее приурочили к 75-летию первого президента Чеченской Республики, героя России Ахматхаджи Кадырова, чья жизнь полностью была посвящена спасению народа, стабилизации не только мира на Кавказе, но и по всей России. Ахматхаджи Кадыров взял на себя ответственность целого народа и повел свой народ по пути мира, стабилизации. ГАЗ-66 это были, если когда они были на армии, это были самые, скажем так, высокой проходимости машины. Плюс уникальность, простота этих машин. Мы их полностью доработали Российским университетом спецназ, и мы сегодня презентуем, можно сказать, это первый проект в России. Если вы помните предыдущие наши модели, турели, они были более круглые модели, у них было, скажем так, многофункциональное назначение. Но на войне все очень быстро меняется, и мы стараемся со временем усовершенствовать эти машины. И данные машины, они сейчас полностью сосредоточены для борьбы с беспилотными целями, воздушными беспилотными целями. Подобная поддержка имеет особое значение. Представленные экземпляры – это не просто техника, а крепкое плечо, надежный тыл, забота о тех, кто ежедневно проявляет мужество и самоотверженность на передовой линии в борьбе с врагом. Турпа, Лолита Исумов, Саид Имин Мусаев и Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Рамзан Кадыров принял участие в открытии инновационного центра лечения и реабилитации Дарба Kids. Комплекс расположен на берегу Грозненского моря и работает по мультидисциплинарному принципу. Дети с двигательными, речевыми и психоневрологическими нарушениями смогут пройти полный курс восстановления. Это первое подобное медучреждение на Северном Кавказе. Как устроен центр и какую помощь получат маленькие пациенты, в репортаже Мадины Кураевой. Ножницы на подносе, гости у входа, а за красной лентой 1000 квадратных метров, которые должны стать для детей местом восстановления, развития и новых возможностей. Это не просто медицинское учреждение. Здесь постарались собрать в одном месте практически все, что необходимо ребенку для реабилитации. Торжественное открытие Дарба Kids приурочили к 75-летию первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Среди почетных гостей глава региона. Глава Чеченской
Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Для помощника главы Чеченской Республики Хутмат Кадыровой создание такого центра не просто новый социальный проект. Она отметила, помочь особенным детям и сделать их жизнь комфортнее была ее мечта. Сегодня, в преддверии 75-й годовщины со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Далгазут Облдойлцун, мы открываем единственный на всем Северном Кавказе центр для реабилитации детей. Мы с гордостью говорим, что у проекта Дарба Kids нет аналогов в СКФО. Создание этого центра – воплощение моей давней мечты. С того момента, как своими глазами увидела особенных детей и их мам, меня не покидала мысль о том, что в республике нужно создать для них пространство, в котором ребенок получит лучшую медицинскую помощь, а его мама найдет покой и умиротворение. Тяжелее всего приходится мамам особенных детей. Мной двигало желание помочь им, облегчить эту ношу и сделать их жизнь намного светлее. Сегодня это стало возможным в первую очередь по милости Всевышнего и поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Выражаю искреннюю благодарность главе республики, Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову за то, что поддержал эту идею и поспособствовал реализации проекта. В этот центр вложена большая любовь и много сил. Мы постарались сделать пространство безопасным для детей и комфортным для их родителей. На одной локации собрано все, что необходимо для диагностики и лечения особенных детей. Благодаря этому не придется испытывать транспортные неудобства, разъезжая по разным больницам в поисках специалистов, и не будет необходимости выезжать в другие регионы. Особенные дети в нашей жизни – милость Всевышнего. Через них мы учимся радоваться простым вещам и ценить то, что имеем. Они подают нам пример искренности, которой так не хватает в мире, и наша с вами обязанность облегчить их жизнь. В завершение хочу поблагодарить региональный общественный фонд и главу республики за возможность превратить эту мечту в реальность. Также благодарю всех, кто принимал участие в строительстве этого уникального пространства. Особенная благодарность председателю совета директоров фонда имени шейха Заида Анвару Усманову и благодарность руководителю центра Милане Садаевой, которые помогли реализовать этот проект от идеи на бумаге до открытия готового объекта. Искренне надеюсь, что Дарба Kids станет точкой опоры и роста для всех, кто в этом нуждается. Рамзан Кадыров отметил, что в регионе последовательно создаются условия для того, чтобы особенные дети получали качественную и доступную помощь. Мы развиваем республику, улучшаем социальные услуги, чтобы наше население было возможность получать нужное лечение. С открытием этого центра у наших детей разными нарушениями будет возможность получать необходимую помощь и образование. В спецклассах, дома, не выезжая за пределами региона. Благодарю всех, кто трудился над реализацией этого проекта. Светлана Валентиновна, спасибо вам, что вы приехали. Мы вместе заложили капсулу «Дон». И вместе открываем. Спасибо еще раз за поддержку, за понимание и за все. Здесь же состоялось награждение за личные заслуги в сфере здравоохранения, курортного и реабилитационного лечения. Хутмат Рамзановна была удостоена медали памяти Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Награждается медалью памяти Ахмата Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики. Кадырова Хутмат Рамзановна, помощник главы Чеченской Республики. Медалью за заслуги перед Чеченской Республикой награждена генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. За значительный вклад в реализацию стратегических инициатив, направленных на социально-экономическое развитие, эффективное взаимодействие с субъектами Российской Федерации и поддержку значимых общественных проектов, награждается медалью за заслуги перед Чеченской Республикой Чупшева Светлана Витальевна, генеральный директор автономной некоммерческой организации Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Она поблагодарила создателей за реализацию такого важного проекта. По ее словам, уровень центра позволяет говорить о действительно качественной и комплексной помощи детям. Я очень благодарна главе республики, потому что именно 3 года назад мы здесь, в Грозном, провели первый всероссийский форум, практическую конференцию по инклюзивному образованию, куда приехали лучшие федеральные и международные эксперты, кто сегодня помогает нашим детям с ограниченными возможностями по здоровью,
социализироваться, учиться, получить необходимую реабилитацию, получить возможность раскрыть свои способности, таланты, быть востребованным, жить и радоваться, путешествовать, быть со своими родными и близкими, работать, заниматься тем, что ты можешь, восстановить утраченные функции. И так важно, что каждый год мы видим, как в республике появляется вся необходимая современная инфраструктура по поддержке таких семей, таких детей. Это и школы, это и сегодня вот уже такое сильнейшее медицинское реабилитационное учреждение. И со своей стороны хочу отметить, что республика всегда у нас занимает первые места и в рейтинге качества жизни. Очень важно, что главой республики, правительством республики уделяется такое серьезное внимание созданию возможностей и в сфере медицины, и в социальной поддержке, и в образовании для граждан республики. И я уверена, что этот центр откроет свои двери, в том числе и для соседних регионов, и семьи, кому необходима будет такая поддержка, также будут иметь возможность получить ее здесь, в детском реабилитационном центре. Спасибо большое вам, удачи, успехов. Рамзан Ахматович, спасибо вам большое за то, что вы делаете. Спасибо. Перерезав красную ленту, гости осмотрели созданные условия. Центр занимает территорию 6 гектаров. Одновременно здесь могут проходить лечение 165 детей. От диагностических кабинетов в залы реабилитации. Здесь каждое пространство выполняет свою задачу. В залах ЛФК дети будут восстанавливать силу и координацию. На современных тренажерах заново осваивать движения. А в блоке эрготерапии учиться навыкам, которые необходимы в повседневной жизни. Дальше бассейн. Здесь проходят занятия по гидрокинезотерапии, в том числе с использованием специальных подъемников для маломобильных детей. Здесь буквально каждый элемент подчинен одной задаче – сделать реабилитацию максимально эффективной и при этом комфортной для ребенка. От электронного браслета, который сопровождает пациента на протяжении лечения, до бассейна, роботизированных тренажеров и ипотерапии. Получается целая система, в которой медицина, реабилитация и образование работают одновременно. Главный принцип – командная работа. За каждым ребенком закрепляется не один специалист, а целая группа врачей и реабилитологов. Они оценивают состояние пациента комплексно и вместе выстраивают индивидуальную программу восстановления. Хотелось отметить, что в нашем учреждении создана умная среда. Это значит, что корпус у нас разделен на цветовые зоны. Пациенты получают электронные браслеты. Хотелось бы вам продемонстрировать их, чтобы понимали. Здесь они чипированы каждому отделению, то есть ребенок у нас поступает в приемное отделение, мы его определяем, чипируем, и вся информация о ребенке, аллергии, любые другие какие-то диагнозы, которые нужно знать врачам, они все бывают у нас. На каждом этаже есть игровые комнаты, есть соляная комната, которая для общего развития и для дыхательных путей очень полезна, есть сенсорные комнаты. И по поручению Хутмат Рамзановны мы особое внимание уделили мамам. У нас на базе будут нянечки, которые будут забирать детей на процедуры. Мама в этот момент тоже может сходить на массаж, отдохнуть, провести время для уединений. И на каждом этаже тоже предусмотрены для них комнаты отдыха. Педиатр, невролог, ортопед, психиатр, логопед, дефектолог, психолог, эрготерапевт. В консультативно-диагностическом центре будут принимать специалисты практически всех основных направлений. А если обследование необходимо провести здесь же, возможности для этого тоже есть. Функциональная диагностика и даже малооперационная. С самого начала проект реализовывался. При разработке проектно-снятной документации Хутмат Рамзановна сказала нам учесть опыт передовых центров, которые есть у нас в России, федерального значения. Мы выезжали, знакомились, и все решения, которые должны быть, они у нас здесь применены. Все цвета, которые у нас в центре, выбраны так, чтобы влиять положительно на психоэмоциональное состояние детей. Это наш первый зал ЛФК, зал нижних конечностей. Приветствую, уважаемый глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович. Приветствую, уважаемые гости. Хотелось бы продемонстрировать зал ЛФК, многофункциональный, инновационный, начиная от кушеток Бобот, где инструктор будет подбирать индивидуально под каждого пациента проработку. Также пассивно у нас будет проработка, БОС, механотерапия, роботизированная система, имитрон, имитация ходьбы, обучать пациента ребенка. Также вот можно посмотреть аппаратур баланс,
где прорабатывается опорно-двигательная система и, самое главное, работа обратной биологической связью. Здесь дневной стационар и круглосуточные отделения. В их числе реабилитация центральной и периферической нервной системы, соматика, ревматология, дерматология и неврология. Центр оснащен оборудованием, которого нет аналогов не только в СКФО, но и в стране в целом. Здесь уникальный набор на всем Северо-Кавказском регионе, потому что такого набора оборудования практически не найти. Это правда, причем не только в СКФО. Да. Да, здесь есть аппараты, которые не так часто вообще в России встретишь, и есть аппарат, который вообще там, в единичных экземплярах и только-только появились на рынке реабилитации России. Darba Kids рассчитывают принимать детей не только из Чеченской Республики. Комплекс создан как площадка, где современные медицинские технологии сочетаются с индивидуальным подходом. А как оцениваете качество работы? Довольны? Да, конечно, довольно. Качество самое лучшее, оборудование самое лучшее. Да. Конечно, доволен. И я посещал, когда строили. И сам корректировал тоже, да, помогал до ухода Рамзана. И сегодня такого места, да, вряд ли может хвастаться. Да. Светлана Чупшева отметила, что руководство региона делает все возможное для развития системы реабилитации в целом, создавая современные условия для получения качественной помощи. Ведь очень важно ранняя помощь, да, там для ребенка с ограниченными возможностями по здоровью. Чем раньше его подхватят специалисты, причем команда пациента, когда работают с ребенком и логопеды, и реабилитологи, и физиотерапия, и невропсихологи, то, конечно, тем лучше результаты, возможности восстановить утраченные функции. Поэтому, конечно, уникальная такая современная сегодня инфраструктура, помощь, которая будет доступна детям, семьям, которые нуждаются в ней. Это не заканчивается только, да, вот этим реабилитационным центром. То, что я вижу, вообще главой уделяется большое внимание поддержке семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Это, еще раз скажу, и коррекционные образовательные школы с программами инклюзивного образования, вот, я говорю, и реабилитация, и медицинская помощь, вот, и все, что касается в целом, да, там, качества жизни, благоустройства, возможностей для работы, для обучения. Вот, поэтому, я говорю, достойно всегда, конечно, республика представлена во всех таких федеральных, национальных оценках. Вот, хочу еще раз поздравить жителей республики вот, с тем, что появляются каждый, наверное, год, вот сюда приезжаешь, новые современные объекты и вот такая инфраструктура. Для кого-то просто новое учреждение, а для ребенка и его семьи возможность получить помощь в одном месте, не разрывая лечение между разными специалистами и учреждениями. Darba Kids только начинает работу, но его главная задача уже определена – возвращать детям возможность двигаться вперед. Мадина Кураева, Ислам Нацуров, Бекан Эбиев. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». С работой Республиканской клинической больницы имени Ахмата Хаджи Кадырова ознакомилась гендиректор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Ей показали современное оборудование отделений и рассказали об эффективных подходах к терапии, которые врачи сегодня успешно применяют на практике. О том, как устроена работа медучреждения, которое входит в топ-100 лучших в стране, в нашем репортаже. В ходе визита генеральный директор агентства стратегических инициатив ознакомилась с организацией медицинской помощи, оснащением учреждений и условиями, в которых проходит лечение пациенты. На данный момент вчера и позавчера у нас поступили 5 пациентов, они переведенные, и каждый из них поступил с определенной целью. Светлане Чупшевой показали работу различных подразделений больницы и рассказали о применяемых подходах к лечению. Отдельно обсудили развитие системы здравоохранения и повышение качества медицинской помощи. Именно сюда в первую очередь доставляют пациентов, состояние которых врачи оценивают как крайне тяжелое. В шоковом отделении счет идет буквально на минуты, пока одна бригада проводит диагностику, другая уже начинает необходимые лечебные мероприятия. Такой алгоритм позволяет максимально быстро стабилизировать пациента и увеличить его шансы на успешное выздоровление. Во время осмотра почетная гостья также пообщалась с врачами и пациентами. Особое внимание во время визита уделили участникам специальной военной операции, проходящим лечение в больнице. Светлана Витальевна ознакомилась с условиями их пребывания и организацией медицинской помощи. Мы сегодня обсуждали, показывали маршрут
пациентов, участников СВО, медицинское обслуживание Республиканской клинической больницы имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Обсуждали консультативную помощь, стационарное лечение пациентов, которых к нам направляют для уточнения диагноза, коррекции лечения, начала и сопровождения медицинской и психологической реабилитации. В больнице подчеркнули, что помощь участникам СВО здесь оказывается с учетом их состояния и необходимости комплексного лечения. Для пациентов созданы необходимые условия, а медицинская помощь организована с привлечением специалистов разных профилей. Слаженно делали быстро свою работу. Алхамдулилля, все для этого. Теперь без боли, без ничего, пока врачи смотрят. Ну дай бог, вы в надежных руках, дай бог вам скорейшего выздоровления, восстановления, ребят. Вот, спасибо вам огромное за защиту нашу, спасибо. По итогам визита был отмечен опыт Республиканской клинической больницы. Современное оборудование, работа специалистов и выстроенные алгоритмы лечения позволяют учреждению соответствовать актуальным стандартам и продолжать развивать качество медицинского обслуживания. Дани Хамидов, Магомед Басаев, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. В Герменчуке после капитального ремонта торжественно открыли мост. Переправу на 27-м километре трассы Грозное-Ведено граница Дагестана связывает центральную часть республики с Веденским муниципалитетом и имеет стратегическое значение. При обновлении особое внимание уделили устойчивости конструкции, а пропускной способности моста в репортаже Лимды Джамалдиновой. Ровное дорожное полотно сверкает на солнце, вдоль трассы флаги и праздничное оформление, а рядом собираются жители Шалинского района. Повод – торжественное открытие моста, который имеет стратегическое значение для транспортной сети региона. На 27-м километре автодороги Грозное-Ведено, граница Дагестана. Здесь сходятся сразу несколько направлений. Местное сообщение, дорога Веденский район и маршрут к популярным туристическим объектам. Теперь этот участок получил обновленную инфраструктуру. А для водителя главное изменение – безопасный и беспрепятственный проезд. Старая металлическая конструкция уступила место современному сооружению длиной 42 метра 75 сантиметров. Возведены 3 опоры, смонтированы пролетные строения. При выполнении работ строителям пришлось учитывать особенности русла реки Джалка и сезонные ливни. При всем этом сроки удалось сохранить. Ахмат Хаджи всегда подчеркивал: развитая инфраструктура – это основа благополучия и безопасности народа. Сегодня следует поручению главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Мы последовательно воплощаем этот курс жизни. Сегодня мы получили обновленный, надежный 42-метровый мост с шириной 13 метров, с тротуарами с обеих сторон шириной по 1 метру. Он повысит безопасность и пропускную способность дороги, укрепит транспортную связь между горными и пригорными зонами Веденского района. Для надежной защиты от паводка построены подпорные стенки общей протяженностью 96 метров, которые укрепят береговые линии и снизят риск размыва. Особые слова благодарности хочу выразить главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову за постоянное внимание к развитию дорожной инфраструктуры. Благодаря этой поддержке сегодня мы имеем возможность открывать такие нужные людям объекты. Открытие приурочено к 75-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Работы здесь велись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». 99 год я шел там больше. Действительно, yok машите олег опасный дорог, так шахил жул док динарты, шахил жул почти шел шур динарты, иса на кибят я шул масса дагер дейрес хлба, вой пачана дагер дейрес хлба, юртвой царх район царх дал его лат тойл. Символический момент – поворот таблички и движение официально открыто. А старейшины сделали дуа. Для местных этот объект особенно важен, но они им пользовались ежедневно. Прежняя конструкция находилась в неудовлетворительном состоянии. Жители признаются, ремонта ждали давно и очень рады, ведь теперь один из привычных маршрутов стал удобнее и надежнее. أبونه خذ بيش خدني ديعة فيها بيش خدني أغون شلش خذ حد لنا تأيد أحمد حاجي دال غضبة قبل ضيتنا وين الدنيا نشوفل يحول عارفين كوفة بخيت شقوش دول شل خني وردين وشودين واشكاح أحمد حاج ما عندول شرط أي هيدول هم نش تعطف متكش حقي ولا سانش دول لقي بيركتش دوين دولوش دال غضبة قبل ضيتنا إشتا وي ديل ريت خل بو وي مخ كدين رمضان حاجينا. Во время капитального
капитального ремонта транспорт шел по объездной дороге. Сейчас же автомобили вновь проходят непосредственно по мосту без изменения привычного маршрута. Водители, которые успели проехать первыми, делятся радостью. По поручению руководителя субъекта в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в этом году в дорожной составляющей региона обновляют 19 объектов. Этот мост в Герменчуке стал один из завершенных по этой программе. Лимда Джамалдинова, Алисхан Кацулов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. В Грозном стартовало строительство женской школы хафизов имени дочери посланника Господа миров Фатымату Зухра, да будет доволен ею Аллах. Комплекс рассчитан на обучение 280 учениц. Муфти Салах Хаджимижиев отметил высокое признание чеченских школ хафизов далеко за пределами республики. О том, когда планируется открытие нового религиозного учебного заведения, в репортаже Дани Хамидова. В мероприятии приняли участие представители духовенства, органов власти и жители республики. Среди почетных гостей заместитель председателя правительства, министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров и секретарь Совбеза региона Адам Кадыров. После завершения строительства школа сможет принять до 280 учениц. دين أغور دنيا أغور ويداخر تادل بصوم ناخ يمع عدنا شعوى حيوش بولش الله دال بركتي على دعوة كينوية دال ديكنز بيقم بال وديك بتش عن رمضان حاجين قرآن غلق شوول خو دنيا شو تحني متحة شيخ تريا مسل دوت وش أجر تولى حافظ شكول شوي مخكحة قيت شرن شوحة شيء إزر أخ إزر جر كبار محة ومخك حافظ قينا. Все расходы, связанные со строительством нового образовательного учреждения, взял на себя региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Новый объект станет частью системы исламского образования, которая последовательно развивается в регионе. يلسمان شو عبول شو مخكري إليو إل ديل إل شنو تسيتين نرجو ويزغل وش دال ديكنز بيقنبيل دال موكش واش ليل ويل دال عالش ويل وي باتشع وي مخدار رمزان عج دال شين ديك دين سغيش ديل وزلور اجيب دوقكم تسونغ دول شلو درج بلا دونالش أتصل ديك تلول شلو أتشيدين ديك كانت خلقس دال جرع أتصل دوق درج ده صح أتشيدين أتصل ديك كانت خلقس تغنى По словам муфтия Чеченской Республики, школы хафизов становятся победителями и призерами международных конкурсов чтецов священного Корана, подтверждая высокий уровень подготовки. إشتا إشحاء يتوشى خل ما يزر شيء نسي 100% لرد ديش دولهم لرد يشى كونكورس أبي بيتنهم ديردو هر إشتا يشجم خدني يزرود قريال جرجعان شكنا دام ولا حلقة كونكورس أبي بيتنا إكزامن يتوشى بوابير بدال مقلحة. Развитие исламского образования в республике продолжается благодаря строительству новых объектов и созданию условий для обучения подрастающего поколения. Сегодня в Чеченской Республике насчитывается 1581 мечеть, 472 медресе и 11 школ. Это формирует широкую инфраструктуру для духовно-просветительной работы. Новая школа станет еще одним важным звеном этой системы. И позволит увеличить возможности для девушек, желающих посвятить себя изучению священного Корана. О важности получения религиозных знаний ученые ислама сказали прекрасные слова. Аль-Муддин хаятуль ислам, что означает религиозные знания, то есть знания ислама, это и есть жизнь ислама. То есть жизнь ислама не может быть, кроме как через религиозные знания. Поэтому ученые сказали,
что есть два вида знаний на Земле. Это религиозные для вечной жизни и земные, светские, которые необходимы для этой жизни. То если человек хочет и те знания, для него есть обязательство обучаться и соблюдать в соответствии с этим. Но религиозные знания, они важнее, так как они нам необходимы и в этой жизни, и в той вечной жизни. Торжественная церемония завершилась коллективным дуа. Участники попросили Всевышнего благословить строительство новой школы, даровать успех всем, кто принимает участие в ее создании, и сделать будущее учебное заведение источником знаний и духовного воспитания для многих поколений. Дани Хамидов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. В кинотеатрах продолжается показ сказочной комедии «Последний богатырь. Колобок». Новый фильм популярной франшизы раскрывает историю самого дерзкого персонажа в сказочной вселенной Белогорья. Зрители узнают, зачем был испечен Колобок, как он сбежал от своих создателей и примкнул к банде разбойников. Главного героя озвучил Гарик Харламов, а режиссером выступил Антон Маслов. Съемки картины проходили в московских павильонах и среди живописных пейзажей Горного Алтая. Насмотрелся обзоров и начитался разных комментариев касательно фильма «Колобок», но я решил посмотреть сам, так сказать. Если человек, он как бы посмотрит, оценит, он должен как бы для себя выяснить, а не навязанное мнение общественностью о том, что что-то там потратили, какие-то шутки не такие. Надо сразу отметить, что из комеди-клаба Гарик Харламов является одним из моих любимых комиков, и поэтому такой фильм я не мог как бы не посмотреть. И как бы сказка детства, «Колобок» тоже, как бы этот симбиоз стал очень успешен, фильм очень смешной, советую его посмотреть людям со своими детьми. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах.